Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. На фоне новостей последних недель и даже месяцев как-то стали мы забывать о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но COVID-19 пока никуда не ушел, хотя заметно сдал позиции. 24 октября в Якутии COVID-19 подтвердили у 75 человек, и это минимальный показатель суточного прироста с 27 июля, когда выявили 59 случаев. В Якутске тесты на коронавирус оказались положительными у 22 человек. В районах наибольшее количество заболевших выявлено в Хангаласском, там 8 человек, в Алданском, Мирнинском, Алюкминском и Усть-Майском по 5 человек, в Среднеколымском 4 человека. Всего новые случаи заражения зафиксированы в 22 районах республики. Между тем, чтобы сдержать вирус и добиться полной победы над ним, необходимо вакцинироваться. И к радости тех, кто боится игл и шприцов, а также побочных явлений после прививки, в Якутске теперь можно получить назальную вакцинацию. Как отмечают специалисты-медики, введение назальной вакцины происходит с помощью шприца с насадкой, что абсолютно безболезненно. Кроме того, сведены к минимуму побочные эффекты. Повторное введение вакцины необходимо провести через 3 недели. Работает назальная вакцина просто и понятно. После ее введения на слизистой оболочке носа образовывается барьер в виде защитных антител, которые нейтрализуют вирус. Также получатель назальной вакцины не сможет быть переносчиком COVID-19. Кстати, о вакцинации. Одновременно с вакциной от COVID-19 можно и даже нужно поставить себе прививку от гриппа. Сезон гриппа и простуд уже наступил, и дабы не пополнить ряды тех, кто отправляется на больничный, надо сделать прививку. На сегодняшний день в Якутии профилактическую вакцинацию против гриппа прошли более 280,5 тысяч человек, то есть почти 30% от всего населения республики. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы привитых было более 60%. И, кстати, вы заметили, как в последнее время снизилась активность так называемых антиваксеров. А все почему? Потому что опыт с вакцинацией против COVID-19 показал свою эффективность, и многие из тех, кто призывал отказываться от вакцинации, давно уже сделали себе прививку и живы-здоровы. Будьте здоровы и вы. Всего доброго.